Доброе, бодрое утро. Телеканал Якутия-24 приветствует вас. Дарья Анкехова, Павел Танин. Четверг, 7:00. Прекрасное настроение, отличный заряд на ближайший час. Ну и вся наша команда уже готова, так сказать, начать рабочий день. И мы его и начинаем, соответственно, раз мы готовы. Чего ждать? Чего ждать, тем более на часах 7:00. Ну, на всякий случай, еще раз напомним, на календаре 18 декабря, день недели четверг. Совсем немножко остается до конца рабочей недели, которая одна из последних в этом уходящем году. Поэтому, если у вас накопилось много дел к концу года, которые нужно разгрести, не теряйте времени, заряжайтесь энергией вместе с нами и все свои дела закрывайте. Потому что в Новый год без чего? Без долгов, в том числе по работе и по каким-то планам. Ну а мы тем временем начинаем наш утренний эфир. Напоминаем вам о том, что мы работаем в прямом эфире. И прямо сейчас вы видите QR-код нашего телеграм-канала. Если вдруг пропустили, хотите пересмотреть что-то или, возможно, узнать о последних новостях, прямиком добавляемся в нашу большую команду. Все очень просто, сканируем, и вы уже в нашей банде. Да, ну а дальше все еще будет проще, потому что сейчас узнаем о том, что происходит за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 48 градусов. В Заречной группе 47-40 ниже 0. В южных до минус 41, в Вилюйской группе 46-43, в Нижнеленских также, в западных 41-35, в Калмык-Дигирской группе улусов 36-15 со знаком минус, в Янских до 44 градусов мороза, на северо-западе минус 45. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 43 градуса. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем облачно с прояснениями, без осадков, штиль. Температура воздуха ожидается до минус 41 градуса. Ну вот, и, кстати, по сообщению Управления образования города Якутска, сегодня в городе Якутске объявлен актированный день для учащихся с 1 по 5 классы. То есть младшее звено уже не учится практически всю неделю. Не практически, всю неделю. Уже, да, вот еще завтрашний день осталось в копилочку галочку поставить, и вся неделя дополнительные каникулы. Но сейчас как бы технологии не стоят на месте, у нас есть варианты дистанционного образования, поэтому учебный процесс не так, что прям сильно останавливается. То ли дело в нашем детстве. Да? Да. Ну а вот тем временем, пока мы здесь обсуждаем погодные условия... С каждой секундой приближается праздник Новый год. И какой же стол без его ароматных и ярких символов? Конечно же, мандаринов. Но врачи бьют тревогу и предупреждают. Безудержное поедание этих цитрусовых праздники может дорого обойтись нашему здоровью, вплоть до серьезных проблем с желудком. Оказывается, существует четкая безопасная норма, и она сильно зависит от возраста. Самые строгие ограничения, конечно же, для малышей. Детям до 3 лет педиатры рекомендуют давать не более 2-3 долек, а с 3 лет можно увеличить порцию до половины мандарина. Дошкольникам уже разрешен целый фрукт в день, а вот школьникам и взрослым можно съедать 2-3 мандарина в сутки, но это максимальный порог, а не цель. Все дело в высококислотности. Переедание мандаринов – это мощная атака кислот на слизистую оболочку желудка и кишечника. Самое безобидное последствие такой атаки – это расстройство пищеварения. Однако регулярное злоупотребление может спровоцировать куда более серьезные заболевания, такие как гастрит и даже язвенную болезнь желудка. Особенно осторожными нужно быть людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чтобы получить от мандаринов только пользу и праздничное настроение, стоит запомнить еще одно правило диетологов. Есть эти цитрусы вы лучше в первой половине дня. Это даст организму время переработать кислоты, и они не нанесут вреда, если съесть их, например, если бы вот ночью съели, да, было бы вредно очень. Так что встречайте Новый год вкусно и с умом. Пусть мандарины будут приятным дополнением к празднику, а не причиной его испорченного начала. Берегите себя и свой желудок. Вот. 2-3 мандарина в сутки. Ну, как ни крути, несомненно, витамин С зимой – это мощный антиоксидант, который необходим организму для, в первую очередь, укрепления иммунитета, а также для поддержания сил при стрессах и укрепления стенки сосудов.
Утреннюю зарядку не принято воспринимать всерьез, а между тем даже самый важный фактор укрепления иммунитета – это как раз-таки утренняя зарядка. Она не только благоприятно влияет на мышечный каркас, опорно-двигательную, сердечно-сосудистые системы и дыхательную, но и повышает защитные силы организма. Поэтому мандарины, утренняя зарядка и вообще это, по-моему, формула мега-здоровья. Давайте сейчас позанимаемся, разомнемся и, собственно, к этому мега-здоровью придем. Всем доброе утро, меня зовут Елена Агаева, и сегодня мы сделаем с вами зарядку на все группы мышц. Итак, поехали. Начинаем разминать наши плечи, разминать наши ручки. Каждое упражнение мы выполняем по 1 минуте. Итак, следующее упражнение у нас поворот. В сторону тоже тянемся, растягиваем наши плечи, разогреваем наши мышцы. Следующее упражнение у нас ручками бьем вниз и делаем захлест. Стараемся пяткой достать до попы. Это упражнение тоже выполняем 1 минуту. Итак, следующее упражнение у нас круговые движения руками. Следующее упражнение у нас круговые движения руками. Это упражнение тоже также делаем 1 минуту. Следующее упражнение у нас поднимание колен вперед. Разогреваем наши колени. Следующее упражнение у нас махи ногами в сторону. Все делаем медленно, красиво. Следующее упражнение у нас вращение бедрами в бок. Тоже это выполняем 1 минутку. Обязательно дышим, обязательно улыбаемся. Так, остановились, ручками потрясли, ножками потрясли. И теперь будем вставать на носки и поднимать руки через бок. Вдох, выдох. Вдох, выдох, носки, пятка, носки, пятка. Следующее упражнение у нас перекаты с ноги на ногу. Это упражнение также разогревает наши колени. Ручкой тянемся вниз, шея у нас продолжение спины. Также дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Остановились, ножки встряхнули. Итак, эту зарядку вы можете выполнять каждый день, чтобы быть здоровыми, красивыми и бодрыми. Всем пока-пока! Ну а после вот такой зарядочки пора продолжить, да, ритуал пробуждения. И на очереди сводка новостей от наших коллег из информационной службы. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей.
Выписка о назначенных мерах социальной поддержки – это справка о получаемых пенсиях, пособиях и других выплатах от государства, которую можно получить онлайн через портал госуслуг. Об этом напоминает в отделении Социального фонда России по Якутии. Кроме того, по выписке можно проверить правильность расчета или перечисления пенсий и пособий. В документе, кроме всего, указываются все установленные выплаты, льготы и субсидии, их размеры, сроки, куда и когда поступают деньги. В Якутии из-за морозов введен режим повышенной готовности, организовано круглосуточное взаимодействие, усилен контроль за работой энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и медицинских организаций по всей республике. На этой неделе в Якутске и многих районах температура достигла отметки до минус 50 и ниже. Из-за морозов учащимся отменили занятия в школах. Сегодня синоптики якутского УГМС прогнозируют в регионе туманы и температуру воздуха до 53 градусов со знаком минус. Что касается предновогодних мероприятий, то здесь, опять же, даны поручения и рекомендации в адрес федеральных структур, это противопожарным службам надзорным и Министерству внутренних дел, чтобы участвовали в рейдовых мероприятиях по многодетным семьям, к сожалению, и по квартирам, где живут у нас и социальные категории населения. В Якутске состоялось заседание Совета по развитию языков республики, где были подведены итоги социологического исследования языковой ситуации. Согласно опросу, почти 1500 якутян, каждый второй считает якутский своим родным языком. 37% назвали русский, а 1% – языки коренных малочисленных народов Севера. На встрече также обсудили результаты первого съезда библиотекарей. Отмечена проблема недостаточного владения родным якутским языком среди подрастающего поколения, а положение с языками КМНС было признано критическим. В первую очередь это будет поддержка детского чтения и также будут издания литературы на родных языках. Будут объявлены гранты для лучших центров детского чтения, которые будут организованы в каждой группе районов республики, включая промышленную зону, отдельно по северным, по центральным, по Вилюйской группе улусов, ну и в заречных улусах. Реставраторы Национальной библиотеки республики помогли восстановить старинное издание 17 века. Книжный памятник, датированный 1646 годом, представляет собой церковный служебник. По словам специалистов, до того, как попасть в руки реставраторов, в Якутии над книгой работали другие профессионалы, которые часть печатных страниц восстановили рукописным текстом. Твердая обложка, ныне полностью отреставрированная, была изъедена книжными насекомыми. На страницах сохранились следы свечного воска. Этот экземпляр неполный, вполне возможно, что у издания существует еще несколько томов. Елка главы Якутии вновь соберет лучших школьников со всей республики. Она соберет отличников учебы, победителей и призеров предметных олимпиад, международных конкурсов, научно-практических конференций, а также школьников, показавших высокий результат в спортивных соревнованиях. Всем участникам предусмотрено присуждение единовременных стипендий в размере 25 тысяч рублей в рамках государственной программы развития образования республики. 18 декабря – День признательности снежинкам. Вот знали ли, что есть вот такой праздник вообще? Теперь знаете. Вообще, согласно древней пословице, снежинка никогда не падает ни в том месте. В общей предновогодней кутерьме мы подумали, что здорово было бы немного отвлечься. И День признательности снежинкам – это праздник, когда люди выражают благодарность тем самым снежинкам за то, что они украшают мир своей красотой и дарят ощущение волшебства. Вот нет никаких строгих правил по этому поводу, как отмечать вообще этот день. Поэтому мы просто решили вот по-своему как-то его отметить сегодня, сказать, что спасибо, снежинки, что делаете мир краше. Нет, ну почему? Можно, допустим, сегодня прийти домой и вырезать снежинку из бумаги, возможно, нарисовать на окне, ну или просто хотя бы посмотреть в гаджетах, как выглядит... Картинку снежинки. Да, картинку снежинки, знаешь, под микроскопом, потому что там красота невероятная. А мы же помним, да, что каждая снежинка уникальна, и вроде как даже одна вот с одинаковым узором никогда не появится, две с одинаковым узором. Но вот какими еще датами и событиями наполнен этот день, узнаем далее. На календаре 18 декабря.
Сегодня отмечают Международный день мигранта, День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России, День работников органов ЗАГСа в России. По народному календарю Савин день. На Руси в прежние времена говорили, что Сава продолжает Варварину работу, морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. В народе верили, что в этот день нельзя ругаться тому, у кого есть лошадь, иначе может случиться беда на зимней дороге. Кроме того, на Саву не полагалось работать. На Руси умели определять погоду, не выходя из избы. На Саву это можно было сделать по огню в печи. Если он красный, а поленья трещат, значит на дворе лютая стужа. Предсказывали в этот день и погоду на будущее. Дым столбом предвещал мороз, дым волоком – ненастье. Если же дым без ветра стелился по земле, можно было ждать снегопада. Этот день в истории. В 1876 году в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация. В 1892 в Санкт-Петербурге состоялась премьера балета «Щелкунчик». 1958 выведен на орбиту первый в мире спутник связи «Скор». 1981 состоялся первый полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика Ту-160. 1987 вышла в свет первая версия языка Perl. 1994 во Франции обнаружена пещерная галерея Шаве с уникальной наскальной живописью. В 2004 в Пекине завершился первый в истории международный конкурс «Мисс Пластическая хирургия». В этот день родились Юрий Никулин, советский и российский актер, клоун, телеведущий, народный артист СССР. Борис Волынов, советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза. Стивен Спилберг, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Брэд Питт, американский актер, продюсер, обладатель премии «Оскар». Кристина Агилера, певица, актриса. Билли Айлиш, певица, композитор. Именины отмечают Геннадий, Захар, Илья, Сава и Сергей. Но сегодня в календаре есть еще особый профессиональный праздник. Это День работников органов ЗАГС. Эти люди сопровождают нас в самые важные, трогательные и судьбоносные моменты жизни. Встречают новорожденных, регистрируют новые семьи, бережно хранят память поколений. Их работа – это не просто документы, это история каждой семьи в отдельности и всего народа в целом. И в нашей студии сегодня те, кто создает эту историю в Республике Саха-Якутия. Это Дарья Слепцова, руководитель управления ЗАГС Республики, и Ирина Андреева, заместитель руководителя отдела управления ЗАГС по городу Якутску. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в первую очередь, с профессиональным праздником вас. Спасибо. Ну и начнем, наверное, да, про работу. Все-таки, мы привыкли, что в ЗАГСе, несмотря на всю праздничность атмосферы, мы получаем в основном документы, свидетельство о браке, расторжение брака, свидетельство о рождении, судьбоносные действительно моменты. Тем не менее, работа ваша — это больше все-таки про бумажки, документы или про работу с людьми? Наша работа — это, конечно же, больше про людей, потому что органы ЗАГС придают юридическую значимость важным событиям в жизни людей. Это рождение, это регистрация брака. Поэтому, конечно же, наша работа — это прежде всего про людей. Ну, работа у вас не связана лишь только с праздниками, да, и счастливыми моментами в жизни, да? Вот как получается переключаться, да? Вот, допустим, до обеда, да, ты разговариваешь про какие-то семейные моменты, когда вот прям радость, и, допустим, возможно, после обеда уже совершенно другое настроение. Ну да, бывает такое, что очень нужно быстро переключаться, но я думаю, что это легко сделать, когда все это исходит искренне, когда сопереживаешь человеку в горе, а потом же тут же переходишь в другой кабинет и радуешься за счастье молодоженов. То есть это не так сложно. А есть, может быть, какой-то все-таки секрет, как поддерживать людей в любой ситуации, то есть как в радостной, так и в грустной? Ну вот секретов особо, наверное, нет. Все-таки от самого человека тоже зависит. И вот это вот сочувствие должно быть у работника. Ну, мы знаем, что в ЗАГСе проходят различные проекты, да, помимо вот основной рутинной работы, да, у вас очень активная социальная жизнь, да, различные бывают такие, даже, по-моему, конкурсы, да, ну, не конкурсы, а, как сказать-то, проекты. Вот о ярких проектах уходящего года расскажите немного. Самым ярким проектом уходящего года, конечно же, стал запуск цифрового помощника управления ЗАГС с искусственным интеллектом. Ее зовут Саина. Она отвечает на все вопросы
жителей нашей республики касательно записи актов гражданского состояния. Отвечает она за 7 секунд. На сегодняшний день она ответила на более чем 3000 вопросов. И качество ответов на сегодня уже сопоставимо с качеством ответа специалиста органа ЗАГС и составляет 92%. Мы, конечно, безусловно, проверяем качество ответов, которые дает САИНа, но ответы она формирует сама, понимает простой человеческий язык. Если даже вопрос сформулирован неправильно, она все равно поймет и ответит. То есть искусственный интеллект уже и в ЗАГСе, правильно, да? Интересно, а настанет ли то время, когда искусственный интеллект будет вести церемонию бракосочетания, или все-таки это должен делать человек? А что касается бракосочетания, мне кажется, все-таки этим должен заниматься человек, а все остальное, все, что можно автоматизировать, то, что без эмпатии большой, возможно, да, искусственный интеллект вполне может справиться. Я хотел вот мысль, но немножко с другой стороны продолжить. Наступит, наверное, когда-нибудь момент, когда искусственный интеллект сам придет в ЗАГС за услугами. Ну, кстати, почему бы нет, да, ну, в далеком каком-то будущем. Мы вот заметили, вы в одинаковых пиджаках. Мы так поняли, что это некая униформа. Вот что она означает, и это только у нас в республике такое, или вообще во всех органах ЗАГС по всей России? В этом году мы утвердили брендбук, разработали новый логотип, и у нас сегодня введена форменная одежда, вводится форменная одежда, и у нас, как вы видите, фирменные значки сотрудника органов ЗАГС Якутии. На них вот что-то нарисовано, просто не Да, на них 2 стерха, они образуют круг. Это символ вечности, это национальный код и надпись ЗАГС Якутии. Вот несмотря на то, что в ЗАГСе обычно все так очень классически, да, там, знаешь, но вот видишь, да, видно, что идут в ногу со временем и в брендбуке, да, и, значит, новые проекты какие-то, ну, здорово. А хотя иногда зачастую приходишь, да, ну, по мне так, когда приходишь в ЗАГС, вот все это напоминает, знаешь, ну, как-то вот об истории, скорее всего, об истории создания семей, да, и совершенно другая атмосфера, да, и кажется, что здесь должны сидеть такие очень, знаешь, возрастные сотрудники, да, такие все очень задумчивые, серьезные. На самом деле, вот молодые, креативные и современные специалисты. Ну, как бы, да. Да. Современный мир с современными специалистами, все очевидно. Но вот хотелось бы еще спросить вот про процедуру бракосочетания, да, вот когда прям торжественная, да, там вот говорят, там красиво, согласны, не согласны. Помимо классической вот этой фразы «согласны ли взять жены», «согласны ли взять мужья» и так далее, много красивых слов обычно специалист рассказывает. Это какой-то заученный текст, он какой-то, может быть, шаблонированный, или это каждый раз что-то вот, ну, понятно, что по какому-то формату, но тем не менее от себя больше человек говорит. Ну да, действительно, по всей России у нас торжественные регистрации проходят по шаблону, но у каждого регистратора вот слова, которые обращены именно к жениху и невесте, к их родителям, должны быть авторские. И да, действительно, мы учим наизусть, но у нас есть несколько вариантов текстов, которые мы время от времени меняем, поэтому... Да. То есть вот авторский текст — это прям какая-то вот стандартизация, то есть обязан у каждого регистратора быть свой. Да, то есть он должен уже сам своими словами, вот как-то от себя все это нужно. А правильно все-таки говорить церемонимейстер или регистратор? Ну, мы, как говорим, регистратор. Регистратор, да. да? Торжественной церемонии заключения брака. Вот мы сейчас видим некоторые кадры из фотохроники, да, Это как раз презентация цифрового помощника САИНа с искусственным интеллектом. Опыт работы Якутии по внедрению искусственного интеллекта мы представили на Всероссийском совещании руководителей органов ЗАГС, на Международном форуме «Цифровой алмаз», на IT-форуме в Санкт-Петербурге. То есть не каждый регион может похвастаться, да, что в ЗАГСе есть искусственный интеллект, да, который уже работает и приносит свои результаты, да? Да, ну, наверное, мы один из первых, да, в России органов ЗАГС, которые внедрили искусственный интеллект в нашу работу. Здорово. Ну и вопрос такой важный, да, какими главными качествами должен работник ЗАГС обладать? Ну, во-первых, скорее всего, это эмпатия. Сотрудник ЗАГСа должен быть эмпатичным, он должен сопереживать, помогать людям, которым мы по долгу службы оказываем услуги. И, конечно же, он должен быть профессионалом,
То есть у нас большинство сотрудников с юридическим образованием, это требование законодательства. И, может быть, Ирина Степановна добавит, что, наверное, нужно быть еще и ярким ведущим, Говоря уметь про авторский говорить, текст, да. уметь говорить красиво, да, это подбирать немаловажно, слова, очень быть сильно. искренним. Поэтому очень много требований к сотруднику органов ЗАГСа. Ну, потом тоже четкость, чтобы ошибок было. Ну, не было совсем ошибок. Хотя мы тоже все люди, поэтому все Сколько мы исправимо. профессионалов разных спрашивали в этой студии про главные качества, это, наверное, один из самых оригинальных ответов на самом деле. Вот эту комбинацию свойств и качеств как будто бы никогда не слышал, говоря про то, какими качествами должен профессионал обладать. Тем не менее, еще раз профессионально вас с праздником, в вашем лице и всех работников органов ЗАГС. Желаем успехов, желаем больше радостных моментов, чем грустных. Ваша работа все-таки и с теми сталкивается. Ну и просто хорошего дня, с наступающим вас. Спасибо. Спасибо. Еще раз поздравляем всех работников органа ЗАГС с профессиональным праздником. Ну и не перестаем говорить о том, что все профессии важны, все профессии нужны. А для того, чтобы профессия не была в тягость, выбирать ее необходимо в соответствии со своими способностями, здоровьем, исходя из своих личных предпочтений и своих желаний. Герои нашей следующей рубрики — это учителя, для кого их работа — это и призвание, и миссия, ремесло, искусство и служение одновременно. А вопросы им задают, конечно же, школьники. Порой мы, взрослые, не знаем на них ответ, а вот учитель знает все. А вы знали, что в этом году в нашей республике рекордное количество выпускников, 5 ребят, получили 100 баллов по профильной математике? Всем здравствуйте! Я Валентина Варламова, и сегодня в нашем проекте «Спроси учителя» мы окунемся в мир царицы всех наук. И в этом нам поможет учитель математики городской классической гимназии номер 8 города Якутска Ксения Семеновна Христофорова. Ксения Семеновна, и наш первый вопрос для вас. Здравствуйте, я ученица Диана Жиркова из 7 Б-класса 31-й школы города Якутска. Скажите, пожалуйста, почему иногда выгодно покупать товары по акции, а иногда нет? Здравствуй, Диана. Очень интересный вопрос и актуальный в наше время. Действительно, акции бывают иногда выгодные, если у нас единица товара стоит действительно дешевле, чем товар, допустим, в другом магазине. Кроме того, товары у нас бывают с истекающим сроком годности, и здесь нужно смотреть, а используете ли вы данный товар до его истечения. Кроме этих причин, у нас еще есть и такие акции, как 3 товара по цене 2. И опять же, здесь смотрим, а действительно ли нужны эти 3 товара. Возможно, какой-то из этих товаров вам будет не нужен и не пригодится в будущем, и будет лежать просто так. То есть деньги пойдут на ветер. Ксения Семеновна, внимание на наш второй вопрос. Здравствуйте, я Соловьева Сайнара, ученица 7 класса Покровской школы номер 4 Хангаласского улуса. Скажите, пожалуйста, почему числа иногда кажутся волшебными? Например, число 7 или 13, и у них будто своя сила. Действительно, у нас числа 7 связаны магически таким образом. Ну, мы можем сказать, что человечество присвоило им такую магию. Есть очень много встречающихся элементов, где встречается число 7. 7 чудес света. Но также число 13 является магическим, и в очень многих поверьях оно считается несчастливым. Например, пятница 13. И в основном это связано все-таки с поверьем людей, и люди присваивают им магические силы. И здесь, опять же, следует судить самим, будете вы верить в суеверие или нет. Будете ли вы воспринимать числа как помощников или как своих ограничителей. И внимание на наш третий завершающий вопрос. Я Люба Колесова, ученица 10 Б-класса Нюрбинской многопрофильной гимназии имени Степана Васильева. И я хочу вам задать вопрос. Почему некоторые задачи в учебнике такие странные и смешные? Действительно. Да, вопрос тоже сам неординарный. Задачи могут быть смешными для привлечения внимания.
привлекая внимание, ну не секрет, да, что современные школьники очень часто отвлекаются от учебного процесса. И нестандартная формулировка задачи призвана как раз-таки привлечь внимание. Исторический аспект тоже влияет на то, что кажется нестандартным, а иногда и смешным. И иногда задачи смешные даются в качестве эксперимента. Абстрактное мышление развивается, также креативность и отделять главное от второстепенного. Ксения Семеновна, благодарим вас за ваши ценные, понятные и ясные объяснения. А вы, дорогие ребята, задавайте вопросы и исследуйте мир вокруг. Спроси учителя и запускай цепную реакцию знаний. Здорово. Да? Мне вот, например, эта рубрика всегда интересна, потому что, ну, вот зачастую вопросы задают подростки, да, и порой вспоминаешь свои школьные годы и думаешь, что примерно такими же вопросами задавались и мы. То есть все циклично в этом мире. Ну, у меня немножко другая история, потому что порой, ну, вопрос действительно интересный, который ты как бы не задумывался вообще об этом. А тут его задают, ты такой, а действительно почему? И тут же слышишь ответ. Поэтому как бы не стоит акцентировать, наверное, внимание, что задают вопрос школьники, потому что порой у школьников вопросы бывают поинтереснее, чем у нас, взрослых. Ну, а мы двигаемся дальше. Следующая новость будет интересна нашим юным телезрителям. В Китае устроили необычный кинопоказ. На него пускали не только людей, но и собак. Новая анимационная лента «Зверополис 2» от студии Disney стала настоящим событием для владельцев питомцев. Для них организовали специальные сеансы, где четвероногие зрители могут сидеть в креслах рядом с хозяевами или у них на коленях. Такие совместные походы в кино быстро набирают популярность. И фильм, вышедший 26 ноября, уже побил рекорды. За 6 дней он собрал в Китае почти 2 миллиарда юаней, став самым массовым, кассовым иностранным мультфильмом. Сиквел продолжает историю о мире, где животные живут как люди. И кажется, теперь эта сказка вышла за пределы экрана. Возможно, это начало новой мировой тенденции кинотеатров дружелюбных питомцев. Отличный способ провести время вместе со своим любимцем. Ну, а раз заговорили про премьеры и кинопремьеры, вот какие премьеры можно будет увидеть уже в эти выходные в наших кинотеатрах. Тебя как звать? Ваня. Вы не настоящий Дед Мороз. Как попасть из первого к Деду Морозу? Походу, он и правда собрался к Деду Морозу. Класс. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Премьеру долгоиграющей новогодней франшизы «Елки-12». Этот киноальманах стал в России символом Нового года и частью семейного досуга. «Елки-12» снимались под чутким руководством Жоры Крыжовникова, который выступил сценаристом и продюсером проекта. Сюжет 12-х елок построен вокруг самой трогательной и личной для многих истории – попытки спасти семью. Десятилетний Ваня из Кирова, узнав о планах родителей развестись, решается на отчаянный шаг. Полной детской веры в чудо он сбегает из дома и отправляется в Великий Устюг, резиденцию Деда Мороза. Мальчик рассчитывает лично попросить волшебника сохранить его семью. Создатели франшизы осознают ее уникальный статус. Как отмечает Крыжовников, елки стали для зрителей таким же символом Нового года, как оливье или бой курантов. Участие в проекте медийных лиц лишь подтверждает его роль, объединяющей народные сказки. «Току и Чисхан» – якутский полнометражный мультфильм для самых маленьких о волшебстве, дружбе и поиске своего настоящего дома. По сюжету загадочное потепление угрожает вечной мерзлоте, а Чисхан оказывается в опасности. Наш отважный Току вместе с друзьями отправляется в захватывающее путешествие по заснеженным горам, чтобы вернуть всеми любимый праздник зимы – Новый год. На их пути загадочные существа, древние тайны и необычные изобретения. Каждому предстоит преодолеть страхи, научиться доверять и понять, что даже маленький поступок может изменить целый мир. Красочная анимация, теплая история и знакомые зимние мотивы в новом свете. Все это в первой зимней сказке на якутском языке. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра.
А мы продолжаем лететь к Новому году, открываем очередное окошко нашего адвент-календаря, в котором, напомним, да, каждый день какие-то темы интересные, задания, неожиданности и прочее, прочее, прочее. И сегодня вот что-то мы вновь, вот 18-е окошко. Вот что там у нас? Что? Не томи уже. Ну, в 18-м окошке мы сегодня поговорим про новогоднюю ярмарку, которая прошла в Ленске, ставшая праздником мастерства и гостеприимства. Здесь собрались мастера и рукодельницы со всего района, приехали и гости из города Мирного. Они поделились своим искусством и уникальной продукцией. Мероприятие привлекло внимание не только жителей и гостей города, а желающих было очень много, и все они насладились новогодней и творческой атмосферой. В ярмарке приняло участие более 20 талантливых мастеров своего дела. Посетители смогли оценить широкий ассортимент товаров ручной работы, начиная от уютных вязаных игрушек и заканчивая оригинальными сувенирами из воска, мыла, эпоксидной смолы и гипса. Вообще этот фестиваль у нас получился гораздо интереснее, красочнее, потому что участниц гораздо больше. У нас в этом году приехали участницы из Мирного, и завтра присоединится к нам выставка-продажа книг из Якутска. То есть они узнали о нашем фестивале и решили к нам присоединиться. Поэтому мы очень рады, людей очень много, посетителей много, участников много, мы счастливы. Ватные игрушки на елку вызвали особый интерес. Данная техника требует много времени и отличается от всех своей самобытностью и традиционностью. Ведь история ватной игрушки начинается с конца 19 века и актуальна по сей день. Спрос на такую красоту всегда большой. Талант такой вот нужно показывать, делиться, потому что я вот скупила, можно сказать, все. Вообще, мне очень интересно вот такое, представляете, вот это вот из ваты, мне поделилась участница, что делается месяц. Представляете, месяц работы. И такие вот мелкие детали, ну, это же вообще, как сказать... Это такой вот природный талант, вот скрупулезно сидеть, делать вот такие вот вещи, радовать нас. Большим спросом пользовались новогодние композиции для украшения новогоднего стола и интерьера дома. А для любителей практичных подарков был представлен широкий ассортимент постельного белья из качественных тканей. В атмосферу Нового года можно было окунуться с помощью эксклюзивных ароматов для дома, аромасвеч и ярких елочных шаров. Любители сладенького могли побаловать себя шоколадом ручной работы. Настоящий шоколад, бельгийский, сделан своими руками. Данный набор, состав кедровый орех, мы называем его грильяж по-ленски, и он очень большой популярностью востребован в Ленске. Есть разные наборы, да, там есть в составе фундук, семечки тыквенные, миндаль, грецкий орех, то есть в зависимости, какой орех имеется, тот и присутствует. Сублимированные ягоды и отборный орех. Кроме приобретения уникальных изделий, гости могли самостоятельно воплотить свои фантазии в интересных мастер-классах. Под руководством опытных наставников дети попробовали себя в искусстве мыловарения, создавали ручные браслеты, расписывали новогодние гипсовые и деревянные фигурки. Мы на деревяшках вообще занимаемся деревянными изделиями. Но, естественно, для детей мы тоже предлагаем деревянные изделия. Можно на елку, можно сделать брелок, можно в машину. Ну, подарок, естественно, бабушке, дедушке, маме, папе. Дети всегда могут сделать, нарисовать своими руками. У нас команда, мы занимаемся деревом. Изделия, вот наши изделия, но все в основном из дерева. Это украшения, ну и всякие штучки. Гости из Мирнинского района привезли на ярмарку изделия из эпоксидной смолы и гипса. Представили большой ассортимент имбирных пряников. Здесь же все желающие могли сделать профессиональное фото на новогодней локации. Ажиотаж очень большой. Сразу заходит, и прямо вот возле наших стоек много народу. Это интересный опыт, конечно же, безусловно, да, и вообще посмотреть на ярмарки других городов, да, других мастеров, это все равно энергетика, да, это расширение. Не обошлось и без сладких сюрпризов. Посетители могли купить ароматную пиццу, торты, пирожные и суши. Завершением вечера стало радостное событие – розыгрыш призов. Покупатели имели возможность выиграть подарки от авторов, заполняя купоны при покупке товаров. Ярмарка завершилась большим успехом. Этот праздник объединил творчество, искусство и добрую традицию поддержки талантов всего района. Подобные события важны не только для самих участников,
сантехников, но и для тех, кто ценит ручную работу и хочет создать уют в своем доме. Это отличный способ поддержать местных ремесленников, а также вдохновиться на создание собственных шедевров. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. А в Ярославской области уже тоже вовсю создают новогоднее настроение. Источники его в мастерских керамической мануфактуры. Именно там рождаются те самые душевные игрушки керамические. Пятачок, щелкунчик, забавные снеговики и лошадки. Каждая полностью ручная работа. Генеральный директор предприятия раскрыла секрет создания этой рукотворной сказки. Процесс долгий. Гипсовая форма, заливка глины, сушка, первый обжиг. Затем художники расписывают фигурку, покрывают глазурью и снова отправляют в печь. На одну модель уходит от 4 до 6 недель. Но в преддверии праздников мануфактура увеличивает объемы, выпуская до 19,5 тысяч изделий в месяц. Так что на чьей-то елке обязательно поселится кусочек ярославского тепла. Ну, у нас в Якутске тоже делают потрясающие и новогодние украшения, и посуду делают. И вот я недавно побывала в магазине фарфоровой посуды и была удивлена ассортиментом, который сегодня есть у нас. И это тоже кропотливый труд огромного количества мастеров. Ну, действительно, тем не менее, мы сейчас говорим, да, про образ Нового года, в основном украшения, в том числе для елки, да, но нужно не забыть про свой образ, потому что выбор новогоднего наряда для себя – тема тоже волнительная, ведь мы встречаем грядущий год с надеждой на лучшее, предвкушаем новое, и выглядеть хочется особенно. Ну, вообще, выглядеть особенно хочется каждый день. И поэтому у нас в помощь есть рубрика, где наш стилист рассказывает о том, как же все-таки с помощью одежды сделать себя красивее, счастливее, ну и порадовать окружающих. А если вы не готовы покупать сразу много разных образов на разные мероприятия, то вы можете взять один классический вариант на все новогодние праздники. Например, черное длинное воздушное платье. Внизу у нас идет такая черная комбинация. Сверху вот такой вот объемный у нас вариант из органзы. Мы можем с вами по-разному его стилизовать в зависимости от того, куда вы отправитесь. Например, если вы отправитесь на вечеринку с подругами, используйте побольше страз, побольше ярких элементов. Я думаю, что здесь, когда вы будете с подругами, вы можете даже использовать, здесь смотрите, какой сильный разрез. Вы можете вот верхнее платье просто использовать в сочетании с черными брюками и под низ добавлять кроп-топ. Тогда данное платье, верхняя часть, будет как такая легкая летящая блуза. А потом, например, на корпоратив вы данное платье уже сочетаете с плотным платьем комбинация черным внутри, добавляете стразы или добавляете более классический ремень, может быть, да, подчеркивая талию, и уже такое платье отлично подойдет для проведения корпоратива. А в домашних условиях так это вообще будет универсальное платье, вам достаточно будет добавить красивые яркие акцентные серьги и уже идеально справить Новый год со своей семьей. Также в таком наряде я хочу отметить процент уместности, потому что когда мы с вами выбираем наряды, я всегда говорю о том, что важно помнить, сколько людей будет на мероприятии, в каком помещении это будет проходить, потому что это все играет большую роль. Чем масштабнее и помпезнее праздничные мероприятия, важно того, чтобы аксессуаров, деталей в наряде было больше. Также сюда бы я посоветовала, может быть, какую-нибудь интересную атласную баску со стразами или с какой-то россыпью. Такое иногда можно купить на ярмарках или у каких-то дизайнеров. Поэтому пробуйте и экспериментируйте. Именно в этом рождается идеальный наряд для вашего Нового года. Пастельные оттенки – это тренд будущего сезона. Данное платье мне очень понравилось, как бы я предложила вам его сочетать. Здесь у нас с вами пайетки, снизу такая вот воздушная полупрозрачная органза. Такое платье лучше всего брать на 1-2 размера больше, для того, чтобы оно свободно сидело и сильно не прилегало к телу. И в таком случае пайетка не будет добавлять лишних объемов, а скорее всего вы будете в таком платье выглядеть еще более миниатюрной. И, конечно, правильно подобрать аксессуары. Сюда идеально подойдет какой-то боа, возможно, если это театральная история. Вы можете таким образом скрыть плечи и руки. Или же, например, какой-то
пиджак, жакет удлиненного фасона, который будет по длине вместе с данным платьем. Тоже будет смотреться очень хорошо. Даже если вы в таком платье поедете с подругами в загородный домик встречать Новый год, вы можете дополнить теплыми объемными вязаными гетрами в сочетании с каким-то красивым объемным вязаным белым свитером, и это будет уже совсем другая история. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, даже такое платье можно стилизовать под уютный Новый год. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Избрание 45 глав, 1 глава городского округа, 5 глав муниципальных районов, 39 глав поселений. По новому порядку в 2026 году ожидается в Якутии. Региональный законопроект о местном самоуправлении в регионе включает в себя 6 глав и 35 статей. В Якутии планируется сохранить двухуровневую систему организации МСУ. Городские округа, муниципальные районы, городские и сельские поселения всего с 445 муниципальными образованиями. Сам проект закона в данный момент принят в первом чтении. Проблемы итоговой аттестации в образовании стали центральной темой межрегионального совещания, прошедшего в Якутске. В работе приняли участие эксперты Рособорнадзора, специалисты Федерального института педагогических измерений и главы органов управления образованием. В ходе дискуссии затронули вопросы обеспечения единого образовательного пространства и дальнейшего совершенствования государственной аттестации, а также обозначили ключевые направления для развития образования в регионе. В сфере образования мы достаточно по оценке качества образования находимся в зеленой зоне. В 2023 году наша республика занимала 68-ю позицию по оценке качества образования. И в 2024-м 39-ю позицию. Сейчас мы занимаем 21-ю строчку. Но мы понимаем, что это не предел, есть к чему стремиться. И общими усилиями, я думаю, что мы достигнем определенных результатов. И республика всегда будет в лидерах. В Ленском районе состоялось важное событие. Первый районный патриотический форум. Организатором выступило управление образования. В нем принял участие почетный гость. Первый якутянин, участник специальной военной операции, удостоенный звания Героя России, кавалер Ордена Мужества, депутат Госсобрания Илтумен Александр Колесов. Форум, прежде всего, это память о наших предках героических, тех, кто всегда защищали нашу страну. Это память тех наших сегодняшних бойцов, которые отдали самое дорогое, это свою жизнь, защищая нашу страну. Это память. Их подвиги никогда мы не должны забывать. Молодежь смотрит на нас, равняется, берет пример. Будущее нашей страны, России, это за молодежью. И от того, какими мы их воспитаем, какими они людьми станут, будет будущее нашей России. В Якутске спортивном комплексе «Триумф» стартовало главное событие танцевального спорта – первенство республики и региональные соревнования. Участие в нем принимают около 150 юных спортсменов в 4 возрастных категориях групп юниоры и дети. При этом на паркет выйдут преимущественно представители столичных клубов, а также воспитанники спортивной школы из Ленского и Мирнинского районов. По итогам соревнований сформируют сборную республики. Шестые всемирные игры кочевников состоятся с 31 августа по 6 сентября следующего года. Якутские виды спорта масс-рестлинг и хапсагай вошли в программу игр кочевников, которые в 2026 году примет Кыргызстан. На масштабном событии планируется участие около 4000 спортсменов из 90 стран. Сами игры пройдут в сентябре, открытие состоится в Бишкеке, а финальная церемония на берегу Иссык-Куль. Всего в программе, напомню, 43 национальных видов спорта. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Недавно в Санкт-Петербурге завершился 9-й инклюзивный кинофестиваль «Волшебный фонарь». Это особое событие, где стираются границы, а главное – талант
и искренность. Среди 350 заявок со всей страны победу одержала студия «Лукнам» из Намской школы номер 2. Их воспитанники не только взяли награду, но и погрузились в волшебный мир кино. Общались с создателями смешариков, создавали призы своими руками и открывали для себя культурную столицу. О том, как все это прошло, нам расскажет Евросиния Федорова, руководитель Центра детского анимационного творчества «Аюлукнам», Намская СОЖ номер 2. Доброе утро. Здравствуйте. Ага. Ну, для вашей студии это первая такая серьезная отметка, серьезное достижение, насколько мы понимаем. Поэтому, да, расскажите, как это было, что, как туда погрузились, как попали. На инклюзивный фестиваль «Волшебный фонарь» мы участвуем уже с 2018 года. Сначала участвовали заочно, но в последние 3 года мы ездим большой группой. Я вожу детей, свою инклюзивную группу. И ежегодно мы становимся дипломантами 1-й, 2-й степени. Но в этом году очень отрадно, что мы все-таки стали лауреатами и вошли в 15 победителей. Вот мы видим ваших ребят сейчас, да, кадры. Какая возрастная группа у вас, да? Мы видим, что они там от мала до велика, да? Да, но у меня возрастная группа, разновозрастная, и мы занимаемся даже с детьми детсадовского возраста. И как раз победитель у нас 6-летняя девочка. Но мы слышали, что мультфильмы, которые из-под вашего пера выходят, так сказать, да, это особый мир ручной работы, да, и декорации, все делается фактически из подручных материалов, там, бумага, ткань и так далее. Как удается оживить этот мир? В нашей студии вообще мультипликация – это комплексное искусство. Ребенок развивается в нескольких направлениях. Он может стать режиссером, сценаристом, декоратором. Каждый ребенок находит свое место, потому что есть ребята, которые у которых очень бурлит фантазия, у них очень много идей. А есть ребята, которые любят чисто например, шить или изготавливать куклы. Или мы работаем и с полимерной глиной, и с различными материалами, тканями. Вообще ребята осваивают различные техники и технологии мультипликации, потому что там и работа с пластилином, и кукольная анимация, и лего-анимация, компьютерная анимация. Вот сейчас, конечно же, технологии развиваются, да, и в моем представлении оживить какой-то рисунок, да, это надо было там 100 сделать условно рисунков, и да, по где кадру двигать, и по кадру двигать, и так появлялся мультик, да. Сейчас, скорее всего, все совершенно иначе. Вот примерно расскажите, как происходит процесс оживления того или иного героя. Сейчас, слава богу, есть очень много приложений. Например, мы работаем в приложении Stop Motion. И в этом приложении ребята на свой телефон, смартфон снимают уже покадрово. Все равно покадровую анимацию мы не исключаем. Но сейчас в прошлом году я защитила проект, в этом году, и выиграла 200 тысяч гранта на... Проект мой назывался «Креативные возможности анимации нового поколения». И сейчас мы уже оживляем свои персонажи с помощью искусственного интеллекта. То есть искусственный интеллект уже и мультипликация. И сюда он тоже добрался. Да. Ну, это хорошо, это развитие технологий да. развивать. Ну, а кто придумывает сюжеты зачастую? Ребята или все-таки руководитель? Нет, конечно, ребята, потому что в основном мы уделяем внимание авторской работе. Для того, чтобы участвовать на всероссийских фестивалях, все равно жюри смотрит на авторскую работу детей. Там сразу видно, это педагог сделал или ребенок. Там уже глаз наметан у членов жюри. В этом фестивале у нас, например, были жюри, это преподаватели Санкт-Петербургского института кино и телевидения, ну и педагоги-дефектологи, научные руководители. И вообще такая... Жюри было очень серьезное. Ну, а расскажите хотя бы один из сюжетов, да, работ, которые вы представили, да, над чем сегодня работают ребятишки, да, что в их фантазии? Фантазии у детей очень много, конечно. Но у нас, например, этот фестиваль инклюзивный, поэтому мы представили работу именно с детьми-инвалидами. Вот фильм нашей Уваровой Саины,
он раскрывает ее внутренний мир. Она не говорит. Вот сейчас очень много детей, которые не говорят, но они очень хорошо рисуют, они прекрасно лепят. И у них уже свой мир, и мы постарались раскрыть ее внутренний мир. Вот когда она создает вот свои персонажи, она очень хорошо лепит. И хотя не говорит, но показывает именно свой внутренний мир через искусство анимации. Вот как раз-таки вот ее фильм «Видеть мир другими глазами», он особое внимание жюри, насколько мы понимаем, привлек из всех ваших работ, которые были представлены. На ваш взгляд, почему именно эта история, она вот как-то тронула? Да. Тронула зрителей, потому что я вот отмечу, что были среди членов жюри и научные сотрудники больших институтов психологии. И, видимо, они увидели, что, оказывается, можно работать... Вот мультипликация, она имеет очень большую возможность раскрыть талант таких детей. И, конечно, помогает им развиваться. Ну вот давайте поподробнее поговорим именно на эту тему, да. Все-таки ребята, да, ваши, они с ограниченными возможностями, да? Не все. Не все, да? У нас инклюзивная группа. Да. То есть и ребята совершенно здоровые, ребята с какими-то ограничениями, да, работают в тандеме, да. А вот насколько важно ребятам вообще подобные проекты, да, как они раскрываются, как они выражают свои эмоции? Вообще, меня, например, очень волнует тема, когда вот дети инвалиды, они бывают в замкнутом пространстве. Иногда они очень редко участвуют на конкурсах, и поэтому вот эта организация таких фестивалей очень помогает раскрытию вот таких проблем. Да. Мы желаем вам дальнейших успехов творческих и воспитанникам вашим особенно. И, может быть, даже это увлечение, оно выльется куда-то и в мировой кинематограф. Ну, конечно, наступающим вас Новым годом. Ну, а вам, дорогие зрители, желаем сегодня отличного дня, хорошего настроения. Пусть ничто вас не останавливает перед вашими целями. Увидимся уже завтра в 7:00 на телеканале Якутия-24.